Сегодня в Чеченской республике идет непримиримая борьба с ваххабизмом. Президент республики Рамзан Кадыров объявил, что больше амнистии не будет. Выбор у участников бандподполья невелик – тюрьма или могила. حاجه تقدر نخش عيور ممكن ده شيء ولا ترى ساعات ايه تنبش مش تبور بس تبو والله ازديل عامل كده ساعات ايش بس ادالين بس واخرجين شو ده البوس بتصعب بس ونص بباب بس كده هو شو عدونه ديل دين شريعه طريقه ديل بوسهم نابو هو شو عدونه هو مخ دايبو. Весь народ республики поддержал своего президента. Ваххабизму в республике нет места. Что же случилось? В чем феномен? Как так произошло, что между зарождением ячеек ваххабизма и их окончательной гибелью на чеченской земле прошел всего лишь десяток с небольшим лет? Впервые ваххабиты появились в нашей республике во время Первой войны, а к моменту подписания Хасавюртовского соглашения они представляли собой несколько отрядов под командованием Мавлади Удугова, Зелимхана Яндарбиева, Шамиля Басаева и Хаттаба. К 1998 году ваххабиты представляли собой уже довольно мощную силу. Тогда же ими была предпринята первая попытка захвата власти. В июле-августе того года в Гудермесе произошли крупные боестолкновения с ваххабитами. Потерпев поражение в открытом бою, они заблокировались на подконтрольных им территориях – Урус-Мартане, Сержинюрте, Алхан-Кале. Времени даром они не теряли. Шла постоянная вербовка новых единомышленников, на базе в Сержинюрте велась боевая и теоретическая подготовка, а похищение людей и торговля героином пополняли казну. Все говорило о том, что ваххабиты готовятся к войне. Издать второй указ запретить ваххабизм на территории Чечни. Третий указ разжаловать Басаева Шамиля. Долго ждать не пришлось. В августе 1999 года боевые отряды ваххабитов под командованием Шамиля Басаева по договоренности в то время с секретарем Совета безопасности России Борисом Березовским вторглись в Дагестан. Было бы наивным предполагать, что ваххабиты рассчитывали на победу в борьбе с одной из мощнейших армий, причем на их территории. Расчет был в другом – стравить народы. Чеченцев и аварцев, русских и лезгинь, карачаевцев и казаков. В общем, зажечь пожар войны, который на Кавказе, как известно, потом тушить не один десяток лет придется. Здесь можно сделать небольшой экскурс. Что же собой представляют ваххабиты? Откуда такая воинственность? Со времени своего зарождения, несколько веков назад, ваххабизм сразу же объявил войну всему миру. И, как ни странно, в первую очередь миру исламскому. Преследование курайшитов, политические убийства, убийства известных алимов, не разделяющих взглядов ваххабитов, постоянное насилие по отношению к мусульманам там, где они превалируют, вот далеко не полный послужной список ваххабизма. عرب اشتغل فتفصل اشتغل عرب وشو عرب 40 مليون سوري عرب ويست خريستيانا كده 40 مليون عرب ده كوش عارف كده بيدون كيسنا بوش بيحكم نص ياسر معدن هذا وجابوا اس كده ديت شو هانو ياسر نص شغله فينا واتسي فيت سلوه نص ما تشي نص جوشي ده يقول عوش ناندوش عليش ياسر شو نكزاتوا اسمه مش ده مش يح مش عنده شو دونال مش عنده نوتشل دائما نادع ونوتشل على دون يردان دون كارليوسكي سيميا ويك على يحكم إيراك عبيش تورس عبيش دون دخ بش بيجي دون نص متر نوتشل مو كده غلط مو كده طبعا مش هو يحلى ويقعد شين ويبغى دون وقع بش وقع بش أخبرت ليش غلط شو حركة الليل نوتشل حركة الليل نوتشل من إيش بي غلط من إيش بي بوشه it's خوخش ويدان وشادانه وماستخش شيء نقبعكن شيء أتو بوتكي بدعوش. Сегодня только Саудовская Аравия является страной, где официально ваххабизм является единственной допускаемой формой ислама. Саудовская Аравия самая мощная в плане экономики и вооружений страна среди арабских стран. Здесь самое большое среди них население. Вместе с тем, Саудовская Аравия никогда не воевала с Израилем, хотя остальные арабские страны, граничащие со Святой Землей, не один раз находились в состоянии войны с еврейским государством. Саудовская Аравия долгое время была единственной исламской страной в регионе, на территории которой располагались военные базы США. А как же всемирный джихад? Это не попытка подлить масло в огонь, а всего лишь констатация фактов. Фактов красноречивых.
А что же принесли ваххабиты чеченцам? Какую выгоду извлек наш народ от их деятельности? Можно сразу сказать, никакой. Но вред был гигантским. Десятки тысяч убитых, еще больше раненых и покалеченных, исковерканные судьбы. Кроме крови, насилия и предательства они не принесли ничего, а те светлые лозунги, которыми они завлекали неокрепшие умы молодежи, так и остались лозунгами, лучше всего характеризующими лицемерие ваххабитов. Нам наши предки, наши уляи оставили правильный наш традиционный ислам. Мы будем именно жить по этим канонам. А остальное, новшество, которое нам принесли, мы не воспринимаем и не принимаем. За все годы Второй Чеченской войны ваххабиты не отметились ни одной более-менее крупной операции против федеральных сил. Не было у них ни одного тактически выверенного удара. Значит, не было идеи. Зато предательских выстрелов в спину, подрывов, убийств участковых и имамов. Вот это все было. يا مرتوانس كستقبل هاي ما نصعب يزاج سعواتشو هاي إستوريا تقول لي قلت خلا واتشو أشوك ديوت كستقبل. За все эти годы они преуспели только в одном – осквернении чеченской земли и гордого имени чеченцев. И тот логический финал, который наступает эти дни на земле Вайнаха, вполне закономерен. Нельзя одурманивать народ, паразитировать на нем и толкать его к гибели. Тем более, что этот народ говорит свое веское слово. Народ против ваххабитов, и это осознанный выбор. С самого начала своего зарождения на земле Вайнахов вся деятельность ваххабитов была направлена против простых людей. Они были для них всего лишь разменной монетой. И сегодня именно народ объявил ваххабитов вне закона, вне вайнахских традиций и вне земли Вайнахов. Лучше, чем сидеть в лесу, там, называться боевиками и делать зло людям, приносить зло людям, мне кажется, лучше получить образование, учиться и найти работу, и после работы помогать людям и достичь своей жизненной цели. Мое мнение лично, это зараза, которую надо вообще искоренить, не только в нашей республике, по всему миру. Выслеживать и лечить этих людей, больные люди. Ну, честно говоря, я категорически отношусь к категорической форме, скажем так, нет вообще к течению ваххабизма и вообще каким-то формам проявления, каких-то радикальных проявлений в какой-то форме. Для меня вот, ваххабизм ассоциируется с теми некими нетрадиционными для вайнахского, в частности для чеченского общества каких-то проявлений, нетрадиционных в том плане, что само это течение, вот мы, в принципе, в недалекой истории знаем и на себе почувствовали все тяготы вот этого течения. И сегодняшние какие-то проявления вот, в обществе, некоторые проявления в обществе, еще раз, ну, в определенной степени настораживают наше общество. И лично мое мнение, мнение многих общественных деятелей, очень категорической форме нет, и вот именно по отношению к этому течению ваххабизма. Нельзя рассчитывать на победу без поддержки народа. А народ оказал свое доверие и поддержку не ваххабитам, а как раз тем, кто с оружием в руках с ними борется. Došrādāt diez, būt liedies. Dēli, būt man tā kola doļu. Dēli, būt kola doļu.